19 особенных детей. У каждого из них своя нелегкая история жизни. Дети с разными тяжелыми диагнозами. Судьбы воспитанников не могут оставить равнодушным никого. У каждого ребенка своя, как бы говорится, история. Просто я хочу это довести так, как нелегко определить ребенка, конечно, в интернат. И у каждого своя история, свои события. Кто-то не может уход организовать, кто-то считает, что здесь лучше. Но сегодня не время грустить, время принимать подарки. Депутаты Народного собрания Ингушетии решили подарить воспитанникам массу положительных эмоций. Для них целый микроавтобус, забитый подарками. Восторженные взгляды и улыбки ребят, как самые искренние слова благодарности. Продукты питания, одежда. Для детей привезли все самое необходимое, а для центра отдельный подарок – газонокосилка. Тем самым народные избранники в священный месяц Рамадан и в День защиты детей решили подключиться к флешмобу «Месяц чистых дел». Депутаты Народного собрания решили принять в этом участие именно в той форме, чтобы оказать поддержку вот именно этому учреждению, в котором находятся больные дети. И мы согласовали сначала, вот как это лучше будет, эффективнее для детей, с руководством этого интерната. И, как вы видите, правильно сделали. Поэтому много говорить об этом не хочу, но хочу сказать, что таким учреждениям нужно помогать, и это богоугодное дело. У солнечных детей и эмоции солнечные. Никакой недуг и трудности не смогут отнять у них жажду жизни. Гостям тут рады в любой день, независимо от праздников, ведь даже капля внимания для этих ребят уже большой праздник. Желания наших детей были угаданы, все подошло, все дети довольны наши, хоть они и не разговаривают, но они все понимают, они воспринимают это все адекватно. И я думаю, впечатление останется надолго. Сами сотрудники по мере своих возможностей пытаются устраивать праздники, дарить веселое настроение. Но это не сравнить с эмоциями детей, когда к ним приезжают в гости. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Даскиев. Новости 24.